есть такое явление, как неправдивые доклады о положении линии фронта, о положении на фронте, что опять же чревато. То есть если докладывается неправдивая ситуация, то командование не ожидает, что там может произойти прорыв. Но поскольку, так сказать, сведения не соответствуют действительности, вот туда может прорыв и происходит в какой-то определенный момент. То есть заходят на позицию, а там нет людей просто. Понимаете, нет людей, некому оборонять ее. И они занимают и проходят дальше, и выходят в тыл другим подразделениям. Вот такие вот вещи. Искаженные сведения, которые поступают в Киев, да, Совершенно идет речь верно. об этом. Да, Киев и командованию, вот кто там непосредственно руководит, Сырский там и его подчиненные. То есть вот эти вот вещи, они приводят к таким печальным результатам. И, понимаете, тут создается вот по таким эпизодам ощущение накопившейся усталости, той, которая как раз-таки может привести к внезапному прорыву, и тогда речь будет идти уже о потере больших территорий. Не как сейчас, там 10-15 километров, а именно больших территорий, там больших районов, областей, то есть вплоть до, так сказать, угроза может возникнуть всему левобережью Украины.